Чувашия вошла в топ регионов лидеров, которые значительно увеличили темп вакцинации от COVID-19. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. За последние 2 недели число вакцинированных в республике выросло на 20 тысяч человек. Вероятно, новая система предъявления QR-кодов в учреждениях культуры и спорта, а также заведениях общепита все-таки стимулировала многих жителей республики привиться. Для тех, кто все еще раздумывает над этим шагом, накануне провели прямую линию, где чиновники из различных ведомств отвечали на вопросы, касаемые новых ограничительных мер. Подробности у Екатерины Орловой. Попасть в учреждения культуры, спорта, заведения общепита, а также спа-салоны и банные комплексы теперь можно только при наличии QR-кода вакцинированного или отрицательного ПЦР-теста, либо справки о перенесенном ковиде за последние полгода. При входе в организации сотрудники регистрируют QR-код посетителей в специальном мобильном приложении, которое проверяет подлинность документа, а также сверяют данные, которые высвечиваются на экране телефона по паспорту клиента. В Министерстве цифрового развития Чувашии заявляют, уже 831 организация республики успешно используют функции платформы. Сейчас решение полностью готово под ключ. Единственное, что оно доступно только для Android устройств. Мы для iOS еще сделаем. Я надеюсь, в ближайшее время оно тоже выйдет. Но если понадобятся какие-то еще меры, в том числе дополнительные кнопки, без проблем мы можем их доделать. Но пока что я считаю, что оно 100% удовлетворяет всем требованиям, которые мы предъявляем к учреждениям. Вводить систему проверки QR-кодов в общественном транспорте и торговых центрах пока не планируют, успокаивают в Минцифре. А начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры Чувашии объяснила, что библиотеки, музеи и архивы посещать все-таки можно, без каких-либо справок и кодов, но с соблюдением эпидемиологических мер, и посетителей в зале должно быть не более 75%. Что касается лиц, не достигших совершеннолетия, иметь QR-код им не нужно. Пропустить во все культурно-досуговые и спортивные учреждения, обслужить в заведениях общепита их обязаны, уверяют в Минэке Чувашии. До 18 лет мы QR-кода, ПЦР не смотрим. Если это студент, у него есть студенческий, где у него дата рождения, надо просто доказать и показать. А если вас там не пускают в столовую, позвоните нам. За несоблюдение антиковидных мер предусмотрены штрафы в денежном размере. Первый прецедент уже есть. Роспотребнадзор оштрафовал на 100 тысяч рублей чебоксарское предприятие «Сеспель». Екатерина Орлова, Владимир Синдеев, Вести Чувашия.